столице Башкортостана начались съемки короткометражного фильма об Уфе. Режиссером-постановщиком проекта выступает Денис Шабли, который у нас сегодня в студии. Денис, здравствуйте. Здравствуйте. Денис, вот это интересный вопрос. Мы снимаем вроде как кино об Уфе, а вы родом из Мариэл. Я понимаю, что мы дружим регионами, но тем не менее Уфа вам так близка, что вы можете выразить и свою точку зрения. Но вы режиссер, не последнее лицо на съемочной площадке. Дело в том, что с Уфой меня связывает уже не первый проект. Я здесь снимался и как актер, я здесь работал и как режиссер, и более того, приглашал кинематографистов из Башкортостана к нам в Мариэл, чтобы поднимать и наш местный кинематограф. Таким образом, на мой взгляд, сейчас очень тесно взаимоотношения налажены в плане развития регионального кинематографа между двумя национальными республиками, что, на мой взгляд, классно позволяет меняться опытом, приглашать как актеров, так и режиссеров, продюсеров, членов съемочной группы из Уфы в Йошкар-Олу и из Йошкар-Олы в Уфу. И в этом смысле, мне кажется, мы друг друга дополняем. И тот опыт, который есть у меня, я с удовольствием поделюсь с кинематографистами из Уфы. Расскажите, как называется короткометражный фильм? Короткометражный фильм под рабочим названием «Последнее интервью». Кто написал сценарий? Вот немного о сценарии, конечно, хочется услышать тоже. Я понимаю, что все тонкости не откроете, но тем не менее, о чем он? Хорошо. Вообще весь проект запускается в рамках кинокампуса Уфа Синема. Это проект Катрины Карлугаз-Душанбаевой, уроженки Уфы, задача которой обучить молодое поколение начинающих кинематографистов снимать кино как в теории, так и на практике. То есть почти для 75 человек это станет первым опытом в кино. Прямо в полях, живьем снимать кино в различных цехах. Кто-то будет заниматься художественной частью, кто-то работать с операторами, кто-то ставить свет, кто-то помогать мне, как режиссеру. И в этом смысле это очень положительная тенденция по развитию регионального кинематографа. Так вот, и сценарий, собственно, писался дебютантом Светланой Нигматуллиной под моим чутким руководством. То есть основной блок брала на себя она, это был ее первый опыт, но я помогал ей, и какие-то сцены мы дорабатывали с ней вместе. Вот. В таком сотворчестве, мне кажется, будет рождаться весь фильм. Опытные наставники и начинающие молодые кинематографисты. Кто актеры, какие актеры задействованы в этом фильме? Важно, принципиально для нас было, чтобы главные роли сыграли уроженцы Башкортостана. Главную роль молодого корреспондента играет Тагир Султанов. Он уже успел засветиться в таких сериалах, как «Универ», Саня Газуй. А роль народной артистки Башкортостана будет играть, даже не хочется пока открывать секрет, собственно, артистка одного из театров. И вот этот тандем, мне кажется, вызовет у зрителя очень большую гамму эмоций, потому что, с одной стороны, у нас есть молодой герой, который хочет покинуть родной город, его все это здесь начинает раздражать, он хочет в Москву добиваться новых карьерных высот, его бесит башкирская культура, язык, он от всего этого отрекается, но знакомится волею судьбы с женщиной, которая является собой эту самую культуру, которая говорит на башкирском, которая влюблена в башкирские танцы, в музыку. И она, возможно, по ходу фильма переломит отношение героя вот на все это, на всю эту красоту и влюбит в город. Кстати, Уфа выступает одним из героев фильма, и очень много сцен будет снято в городе, на натуре, заявляя самые важные, красивые, узнаваемые места города. А также в фильме мы расскажем несколько интересных фактов, о которых, возможно, не знают даже сами уфимцы. Вот. Помимо героев главных, у нас есть эпизодические роли, на которые мы пригласили известных российских киноактеров. Это сделано не случайно, это сделано для того, чтобы фильм получил большую огласку, привлек больше внимания, и зрители со всей страны смогли поближе познакомиться с Уфой и культурой башкирского народа. Вячеслав Паршин, звезда сериалов «Молодежка», «Мой брат Клон», «Дурная кровь», прилетает сегодня, уже так,
Да, скоро у него будет смена, но мы уже успели отснять Максима Литовченко. Этого актера, вы знаете, он сыграл в более 100 кинопроектах. «Бой с тенью», «Ласковый май», «Штрафбат» и так далее. То есть его лицо вы точно узнаете сразу в кадре. Роман Попов, звезда сериалов «Полицейский с Рублевки», «Детективное агентство Мухича», Баймурат Алабериев, звезда франшизы «Елка», самый известный дворник Российской Федерации. Вот весь этот звездный состав наполовину уже прилетел в Уфу, кто-то еще подлетает, и все они украсят собой эту замечательную картину. Такое интересное у вас сочетание, и причем так приятно, что наряду с известными актерами главные роли исполняют местные наши представители именно из Башкортостана, уроженцы Башкортостана. И еще приятнее, что главный герой — это Уфа. И вы сказали, что будут съемки на локациях. На каких локациях? Если это не секрет. Какие вот самые знаковые локации, на ваш взгляд, режиссерские? Вообще визитная карточка Уфы — это памятник Салавату Юлаеву. То есть это то, с чем напрямую идет вообще и самая яркая ассоциация. Более того, это воин на коне и зеленый цвет, что тоже очень важно, цвет жизни. Плюс очень много в культуре башкирского народа, я для себя подмечал, присутствие именно зеленого цвета. И в нашем фильме первую его часть зеленого вы не увидите вообще. Да, это сделано намеренно, потому что герой не замечает башкирской культуры, не видит ничего хорошего. И в этом смысле нам даже снег помогает, потому что он накрыл все, что нам не нужно, в белый нейтральный цвет, который создает такое угнетающее настроение. И герой желает покинуть это пространство, чтобы наполнить свою жизнь яркими красками. И только вот наша героиня, Фарида Фануровна, она открывает ему глаза на мир и заставляет его увидеть, насколько он наполнен сочными, яркими, интересными улицами, памятниками, строениями и, самое важное, людьми, которые проживают в Уфе. Денис, вы сказали, что для большинства съемочной группы, творческой группы, это будет дебютная работа. И в этом плане, наверное, хочется у вас спросить о развитии регионального кино. Вы говорили сейчас о сотрудничестве двух регионов. Какая сейчас, вот какие тенденции есть? Что сейчас есть в региональном кино? Что бы вы отметили? Вообще идут ли? Есть ли у него будущее, перспективы? Вот этот вопрос сейчас волнует. Как правило, когда мы начинаем разговор о региональном кинематографе, все обращают внимание на феномен якутского кино. В чем его особенность? Сейчас в Якутии снимается в год несколько десятков полнометражных картин в регионе, не в Москве, не в Санкт-Петербурге. И прелесть этого феномена в том, что сам якутский зритель с удовольствием смотрит кино, снятое у них в регионе местными кинематографистами на родном языке. И вот в тот момент, когда местный зритель полюбит смотреть себя, свою культуру на экране, этот феномен будет доступен в любом регионе, национальном, ненациональном Российской Федерации. И мы потихоньку к этому идем. В регионах открываются кинокомиссии. Каждый год в том или ином регионе появляется инстанция, которая помогает снимать кино в регионе. Выделяются дотации, субсидии на развитие регионального кинематографа. И это очень приятно, потому что сейчас Центр федеральной власти обратили внимание именно на регионы и активно поддерживают их. Открываются новые кинофестивали. В частности, в этом году мы провели первый Ишкарлинский кинофестиваль, то есть мы в Мариэл тоже начинаем развивать эту историю. Но мы, на самом деле, от лица сейчас марийского кинематографа, тоже обращаем внимание на соседей наших из Уфы, потому что у вас здесь этот процесс налажен в большей степени. У вас есть поддержка со стороны региональной власти. Я в курсе, что у вас сейчас снялся огромный киноальманах «Уфа, я люблю тебя», 7 короткометражных фильмов, поддержанных за счет местного бюджета. Это потрясающий опыт, и это то, к чему мы стремимся, потому что сейчас мы снимаем свое кино за счет федеральных средств. И те фильмы, которые к вам привозят съемочные команды из Москвы, очень много производства проистекает за счет средств команд, которые съезжаются сюда и тем самым образуют здесь киноиндустрию в том числе. Вот это все мы тоже хотим перенять для себя.
Уверен, что в ближайшие 5-10 лет вообще Москва, которая, в принципе, уже приелась зрителю, вот эти планы красивой жизни, Москва-Сити и так далее, они же тоже немножко утомляют нас. А при этом Российская Федерация огромная страна с потрясающими локациями, там, от Калининградской области до Сахалина. Горы, озера, равнины, леса, поля, Байкал и так далее. И это все наша страна. То есть мы, по большому счету, можем заткнуть Голливуд за пояс одной только красотой природы. Осталось ее дополнить красотой актерской игры и потрясающим уровнем работы съемочной группы. Но мы к этому, мне кажется, уже очень близко подвигаемся. И тот факт о том, что наши фильмы выходят в международный прокат, все-таки говорит о том, что мы можем снимать ничуть не хуже. Денис, у вас такие очень смелые заявления о том, что мы можем заткнуть Голливуд, но и это, наверное, они не беспочвенны, если вы так говорите, как человек, близкий к киноиндустрии. Спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о начавшихся съемках. Когда выйдет фильм в прокат? Планируется премьера фильма в начале следующего года. Более того, премьера пройдет в 2 городах, в Уфе и в Йошкар-Оле. И съемочная группа посетит и родной край, в одном из кинотеатров пройдет премьера, и привезем мы всех в Мариэл, потому что эта коллаборация, мне кажется, станет еще одним шагом навстречу долгой плодотворной дружбы между 2 регионами. Ну а затем фильм ждет кинофестивальная жизнь. Он будет отправлен на международные всероссийские кинофестивали для того, чтобы как можно больше зрителей со всего мира познакомилось с Уфой. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа интервью о начавшихся съемках короткометражного фильма с рабочим названием «Последнее интервью». Мы говорили сегодня в программе интервью. Спасибо, что были с нами.